Сегодня, ребята, 29 июля. Я нахожусь у реки возле своей будки. Старенький стоит тут у меня. Вчерашние коровы. Вон. Вчера толком не успел заснять, когда мы за ягодами собирались. И они откуда-то выскочили, побежали от нас. А вот сегодня уже их нормально хоть поснимаю. Да, бывает, там подписчики говорят, что по селу ни одной коровы. Треща. Тут бутылка. Кто-то выпил, оставил бутылку. И подписчики говорят, что по селу ни одной коровы, говорит, не видим. Вот 3 штуки. Все, больше нету. Только совхоз там, в совхозе двор, хоздвор есть. И там держат корову. А у участников, 3 коровы, еще может где-то десяток соберется, в общем, с общей сложности. Вообще нету животины, никто не держит. Козы там еще бегают, бывает, встретишь. Куры некоторые держат, и все. Я сегодня возле реки, и раз в год у меня, в общем, ремонтирую я, крашу свою лодку. У меня тут все инструменты. Сходим к лодке, посмотрим. Река вообще обмелела. Вообще реки не осталось. Да, ветер. Последний раз, наверное, снимал еще вода здесь, возле куста была. После дождей вода поднималась. А сейчас все, упала. Сейчас летний уровень. И очень даже мало осталось воды. Ну да, вот здесь у меня лодка стояла. Потом я переплывал, а там я оставлял. Вон черная лодка, это моя лодка. Вот так. И тут, конечно, вырыла, вода течение вырыла вот здесь. Такая канава получилась. И островок такой. Второй островок получается. И там большой островок. Сейчас еще сходим. Я свою работу снимать не буду. Что я как буду делать. Там у меня уже было видео. Ремонт лодки, наверное, какой-то. В принципе, одно и то же и делаю раз в год. Где что ослабилось, прикручиваю дополнительным саморезом и крашу. Ну, вот она, родимая. Вот. Что краска отошла, вот здесь уже ржавчина вот немножко. Может, краска отошла, я покрашу. И тут ржавчина, вон, смотрите, надо было, конечно, пораньше уже прийти покрасить все это дело. Вот этим я и буду заниматься. Еще прослужит. Лет 5 точно прослужит, а дальше уже будем смотреть. Ничего, воды. Воды вообще нету. Здесь обычно течет вода, вот здесь протекает. Но в этом году до такой степени высохло уже все. Очень мелкая. Не знаю, как семга будет подниматься по такой реке мелкой. Хотим уже сейчас на лодку тоже подняться на рыбалку, и здесь уже придется протащить. Вон, смотрите, где-то 25 метров придется до речки протащить. И здесь вон, это, наверное, купались ребята и вытащили такой большой трос с речки. Ну да, вон следы, как они тащили. Вот конец. Ничего, тросик такой. Диаметром, наверное, 20, наверное, 25 может. Или 22 трос. Так. Так что, значит, зимой здесь тоже высыхает все по ходу. И рыбачить в основном тут яма. Здесь яма, но да, нифига тоже не клюет тут.
Ветер, погода меняется, то дождь был, сейчас вроде все. Разошлись тучи и погода опять установилась. Погода держится пока теплая. Ну, ветер северный и прохладный. Я уже одел демисезонную куртку, потому что вроде греет солнце, а ветрище сильное и прохладное. Вот такие дела. Вот так вот раньше держали мы, конечно, коровы. В каждом дворе их было. А сейчас последние, кто держит. Так. Ладно, сейчас я буду своими делами заниматься, ремонтом лодки. Если распустить, посмотрите, у соседа какая, хотя лодку он сделал после меня, позднее меня на несколько лет. И вот что творится. Это по песку, видимо, он таскал лодку и, ну, не уследить, там быстро ржавчина, там раковины получится и дырки потом. И все, можно сказать, можно выкинуть. Если 0,5 толщина оцинкованного листа, вообще быстро. У меня 0,7 и еще раньше покупал я жесть, а сейчас, наверное, вообще жесть такая, оцинковка вообще фигня. Вон как. Куда он смотрит? Вроде недалеко от реки. Не видит, что ли, что в лодке скоро хана. Это надо покрасить. Ржавостопом 3 в 1, 4 в 1. По ржавчине можно наносить эту краску. Немножко удалить этот слой ржавчины и сразу покрасить. Хорошая краска сейчас продается тоже по ржавчине. Такие дела. Да и у меня тоже вон уже. Но я каждый год. Если не уследить, там он быстро ржавчина свое дело сделает. Сейчас переверну лодку, посмотрим, что там. Ну тут, в принципе, все нормально, как я смотрю. Это грязь тут. Отходит от доски там краска. Эмалем надо покрасить. И вот здесь, где ногой притеряется, жесть там. Это что такое? Какие-то жучки, паучки, наверное, что-то построили. В принципе, нормально. С этой стороны ничего пока красить не надо. Вот этот участок покрашу и все. Пришли вообще рядом, тоже бродят. Вон. Видно, здесь вкусная трава. Жуют, гуляют. Комаров, овода сейчас нету возле речки. Очень даже приятная погода для них. Гуляют. Щурок, 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 щурок яс, щурок мам яс, щурок, щурок. Так, этот иву жует, иву любит, как лосяра. Вон. Вот так вот. Тоже витамины. Обычно они осину тоже любят. Сейчас под язык ива им попалась. Вот так пасутся коровы. Так что не говорите, что в нашем селе нету коровы. Есть, но их мало, очень мало. Прошелся по всей лодке. Вот здесь вот видно, что гвозди у меня с первого дня, когда я делал. Но я сейчас, которые гвозди шатаются, и
торчат, я вытаскиваю и закручиваю саморезы черные 5 сантиметров. И, короче, ну штук 10, наверное, у меня нашлось, где вот гвозди вышли. И в первую очередь я вот старые гвозди вынимаю и закручиваю саморезы. Здесь уже с прошлого года, смотрите, сколько я заменил тут. Вот. Все эти гвозди вот вышли, и вместо них я закручиваю саморезы. Вот тут видно, что как было. Сейчас вот в этом году он, ну мало сейчас. Вот видно, что вот немножко торчит, но вот если получится ухватиться этими пассатижами, то надо вытащить эти гвозди. Вытащить и вместо них закрутить уже саморезы. Блин, шкурка отлетела. Вот эти нормально еще стоят, но видно, что уже чуть-чуть шатаются. Но не могу вытащить. И они шатаются, дерево как-то все равно год за годом они гниют. Дерево гниет и гвоздь выходит. Конечно, надо бы закрутить саморезы, но пока не получается. Или пассатижи тоже хреновые у меня. Надо тоже специальные, чтобы нормально ухватило. Ну, хватает. Гвозди, вон гвоздики ходят. Ой, когда на рыбалке, там, если сетями рыбы ловишь, там, блин, зацепляются вот эти, как сказать, гвоздики. Неприятно. Неприятно. Ладно, сейчас я буду ошкуривать вот эти места и красить. Вот как они быстро уходят. Дерево гниет, и уже из этого гвоздь выходит сам по себе. Да еще когда через заторы прыгает. Начал покраску. Такая эмаль 4 в одном. И крашу. Вот такая кисточка. Глухариное крыло. Некоторые магазинской кисточками пользуются. Ну, я еще дедовским методом. Вот так вот. Так и красим. Где ржавеет, моментально наносим туда краску, чтобы остановить ржавчину. Краску не жалея красим. Конечно, если толстый слой покрыть, там тоже он будет отходить, но солнечный день он быстро сохнет, высохнет, нормально будет. Вот так вот. Вот. Много раз сейчас мне писали, что я из Прибалтики. Акцент такой, говор такой, что я не русский, не коми, а фиг знает кто там по национальности. Но я настоящий коми, себя считаю. Родился здесь, где живу, в селе Нившера. И за границей нигде еще не был, кроме Москвы. Самое дальнее это моя, где я был, это в Москве. И еще в армии там несколько городов еще был, в нескольких городах. И аккумулятор замигало. Вот так вот. Вот такое быстрое видео тоже, блин, как-то не подумал пауэрбанк взять. Ну все, ребята, я в общем этими занимаюсь. Коровы тоже там вначале легли на пляж, отдыхают. Вон как. В общем, вон второй тоже, вторая
И третья тоже на песок сейчас ляжет и будут отдыхать. А людей на пляже сегодня вообще не было. Сейчас только вот один человек. Нет, это дети пришли купаться. И все тут больше. Но сейчас середина дня может подтянуться еще люди. А так пока никого не было. В общем, ребята, я заканчиваю эту работу. У меня пойдет еще покраска и все дела. Вот такой день у меня сегодня. Ремонт лодки. А на этом буду заканчивать. В общем, всем пока и до новых встреч на природе в Коми.